Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кто много думал о вас именно сегодня, именно в этот день? Кто этот человек и о чем он думал? Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Вот он, герой. Кстати, о вас не один человек думает. Есть несколько людей. Давайте начнем с главного героя. Да, вот он, главный герой. Смотрите, черепаха. С черепахи встал и начал много думать о вас. Ой, этот мужчина перед вами очень сильно провинился. Он сделал такую глупость, которую сам себе даже объяснить не может. Зачем он это сделал, как ему это в голову пришло. Вообще, какая темная сила на это его подтолкнула, да, какой бес его попутал. Он натворил дел, он сглупил, он неправильно что-то сделал. Может быть, обидно вам сделал, может, плохо вам сделал, может, себя проявил не с лучшей стороны. А теперь он думает, как все исправлять. И знаете, эта ситуация, она не вот-вот произошла. Тут какое-то время прошло, да, потому что он сидел на черепахе, он сидел на попе ровно, он ничего не предпринимал и даже не совсем понимал, да, что произошло, не отдавал себе отчета. Может, он был не в себе, может, он выпивший был, может быть, он, не знаю, в запойном состоянии находился. Ну, а может быть, он и не понял, действительно не понял, что он начудил. А теперь до него стало доходить. Почему? Потому что вы от него полностью закрылись. Вот как, знаете, по носу вот дверью хлопнули и со звуком таким громким закрыли дверь. И он такой не понял, а что случилось? А почему она от меня закрылась? Вот, видно, добрые люди рассказали, либо, может, вы ему рассказали. И теперь он думает, как все исправить. Вот что сделать, что предпринять, на какой козе к вам ехать для того, чтобы все исправить. Но мне почему-то кажется, что он прям очень сильно провинился. И, возможно, это не первая ситуация, возможно, даже и не вторая. Возможно, вы уже и ничего не хотите с этим товарищем, да? Либо настолько вы смогли рассмотреть, кто он такой, на что он способен, что вы уже говорите: нет, дружочек, я лучше без тебя, да? Без тебя мне будет лучше и спокойней. Вот, да, не хотите с ним общаться, заблокировали, либо просто, вы знаете, вот не замечаете его, он для вас как пустое место. А он сидит, репку чешет свою, да, и не знает, что ему бедному делать. И так ему плохо, хоть плачь, да, хоть плачь. У него на вас были очень серьезные планы. Ну, не просто на вас, а на вашу совместную жизнь, да, были очень серьезные планы. Он хотел вас удивлять, он хотел вам показать небо в алмазах, он хотел вам доказать, что он чего-то стоит. Но одна глупость, а может и не одна глупость, все перечеркнула. Ну, буквально вычеркнула его из вашей жизни. Нет, вы не намерены его прощать, по крайней мере, я не вижу у вас таких желаний. И вот обиду вашу сильную вижу. Вы такая: нет, это я не прощу. А он теперь не знает, что ему сделать, что предпринять, каким мороженком вас угостить, да, чтобы вы перестали обижаться, чтобы все вернуть, как было. Ну, либо хотя бы улучшить то, что уже случилось, да, чтобы вы опять начали с ним говорить, чтобы позволили ему все исправить. А так у него сейчас буквально завязаны руки-ноги, да, и огромная такая плотная дверь, которая отделяет вас от него. Да, ну, сам сделал, сам исправляй. Сам сделал, исправляй. Просто либо у него с фантазией проблемы, либо уже столько косяков на этом мужчине, что сложно, да, сложно. Давайте я еще на картах посмотрю, будет ли он исправлять, сможет ли он все исправить. Мне прям самое интересно. Сейчас он буквально в соплях. Да, вы его звезда, и вы очень сильно от него отдалились.
Еще, возможно, этот мужчина, в принципе, да, территориально далеко от вас находится. Может, вы психанули и уехали, да? Либо вы общались, не знаю, в интернете, по телефону, узнали, что он там чудит, и просто перестали с ним общаться. И такое может быть. Давайте посмотрим, будет ли он исправлять. Будет ли он исправлять ситуацию? Будет. Точно будет. По клеверу 100% будет. Угу. Будет. Тяжело ему придется, долго придется закапывать этот гроб, но он будет. Он понимает, что он виноват. Прям сердцем чувствует, что он виноват. Хорошо, удастся ли ему исправить эту ситуацию? Удастся ли ему добиться, либо вернуть ваше расположение? Исправит ли он? Ну, будет, то понятно, да, получится, это другой вопрос. Давайте, тоже клевер. Ну, девочки, я, конечно, все понимаю. Возможно, вы сейчас скажете нет, в комментарии мне напишите, что я не прощу этого паразита, да никогда, ни за какие ковришки. Но карты говорят, что витиеватый путь все-таки не сразу. И не так легко, как мужчина думает, да, но все-таки исправить. Еще какие-то люди будут помогать, ему помогать исправить эту ситуацию, либо уговорить вас. Нет, он исправит, он все исправит. Он еще вам не просто исправит, докажет, что он стал другим, докажет, что он не хочет вас терять, докажет, что он способен на какие-то серьезные поступки, действия в вашу сторону. Дальше еще один человек думает о вас. И человек, мне идет обезьяна. Возможно, человек родился в год обезьяны. Возможно, у человека какая-то символика с обезьяной есть. Допустим, не знаю, татуировка, какой-то брелок. Может быть, на одежде был логотип обезьяны. Что-то с обезьянами связано. Этот человек, впечатлился вами. И впечатлился не по-детски. Вы где-то были. Может, в гостях где-то. Может, где-то на празднике, на гуляниях. В какой-то компании находились. Просто я не знаю, кофе пили в кофейне. И этот мужчина, он не мог оторвать свой взгляд от вас. Просто не мог, физически не мог. Он понимал, что это нехорошо, это неприлично, да, что вы неправильно поймете, либо кто-то неправильно поймет. Но он был не один, не идет. С ним были люди, и женщина какая-то была. У женщины у этой просто сдали нервы из-за вас. Она там черная сидела, да, чернее земли была. И все потому, что этот мужчина все время смотрел на вас. Вот вы ему то ли кого-то напомнили очень сильно, то ли он таких красивых, как вы, не видел. Просто не мог оторвать свой взгляд о вас. И сейчас он думает о вас, он думает, кто вы такая, где вас найти, как к вам подойти, захотите ли вы, нужно ли ему это, да, вас искать и с вами общаться. Но что-то у вас такое есть, что его настолько сильно задело, зацепило, что он себе места не находит. Вот он думает, вы ему снитесь, вы ему представляетесь. Он буквально выходит там на улицу, и он глазами так жадно вас ищет. Да, вдруг вы будете где-то рядом стоять, либо мимо проходить. Может, он там 10 раз уже в эту кофейню вернулся, чтобы еще раз вас увидеть. Вижу, что с ним была спутница. Там еще какие-то люди были. Но эта спутница, она просто получила удар в этот момент, когда он постоянно смотрел на вас, не мог оторвать свой взгляд. Возможно, это какая-то невеста, может, жена, может, просто подруга. Но у нее удар случился. А этот мужчина объяснить не может ни ей, ни себе, да, почему он так на вас смотрел, почему вы его так задели, зацепили, что у вас такого, что он не мог оторвать глаз от вас. Но это было. Возможно, вы тоже это заметили. Возможно, вам было неприятно, да, вы думаете, какой-то маньяк сидит, меня глазами пилит. Может быть, вы даже и ушли оттуда, потому что этот мужчина так пристально вас рассматривал, и вы подумали дурное. А он-то на самом деле и сам не понимает, почему он на вас так смотрел. Но дурных мыслей у него в голове точно нет. Возможно, да, вы его так сильно зацепили, задели, и это любовь. И любовь с первого взгляда, даже не общаясь с вами, мужчина мог влюбиться. Тут я ничего не вижу, как... давайте на картах посмотрите. У меня же карты есть. Песок не показал, зато карты покажут.
Давайте посмотрим, почему этот мужчина так смотрел на вас и, ну, будет ли продолжение, да, будет ли этот мужчина что-то делать. Почему он смотрел на вас? Почему он смотрел на вас? Ну, здесь очень похоже, что действительно у него в жизни что-то плохое, либо он уже давно ничего хорошего в жизни не видел, а вас он увидел и, ну, как молния ударила, да? Вы, скорее всего, напомнили ему то ли первую любовь, то ли, может быть, вы очень похожи на его маму в молодости. Может, действительно на первую любовь похожи. И вот он не мог вспомнить, но вот ваше лицо, ваша улыбка почему-то такая родная показалась, такая знакомая. Вы напомнили ему на подсознательном уровне о том времени, когда у него всю жизнь было хорошо, когда он был молод, счастлив, там, не знаю, мечтал, у него было прекрасное будущее впереди. Ну вот с семьей что-то связано, либо с его первой любовью. Так, давайте посмотрим, будет ли он, ну, как-то искать вас, либо что, знакомиться с вами, что-то делать с вами он будет или нет. Либо сможет взять себя в руки и не продолжать это все. Будет ли он что-то делать? Да, будет. Будет. Он вас, скорее всего, в соцсетях будет искать, писать. Мне идет, что он будет вам писать. Возможно, найдет в соцсетях, если вы их ведете и вам напишет. Либо каким-то магическим образом он раздобудет ваш, не знаю, телефонный номер и напишет вам просто смс. Ну, как-нибудь там: девушка, я вас там увидел, вы мне понравились, как у вас дела? Не хотите ли вы там со мной погулять, на свидание сходить? Да, куда-то вас будут звать, приглашать. Ну, если вы вдруг согласитесь, если начнете с ним общение, то тут все может закончиться очень и очень серьезно. Странно, конечно. Ну, еще один вопрос. Мне просто самой интересно. Судьба ли он ваша? Да? Может, вас судьба так нашла? Вернее, и вас, и его судьба так нашла. Ну, или это его фантазии? Ну, про судьбу я не буду говорить, но вот эта женщина, которая рядом с ним, она может быть вам опасна. Она может там такое устроить, что этот мужчина будет бедный, несчастный, бегать, прыгать и скакать. Ну и на вас как-то тоже негативно может случиться. Вот не зря ее показали, что у нее был удар из-за вас. Его спутница, та, кто была рядом, и та, кто все видела, вот, видела, как он жадно на вас смотрел. Вот из-за нее могут быть проблемы. Так, еще кто думал о вас? Ну, я не могу сказать, что эти люди думали о вас, но они точно сегодня о вас говорили. Здесь 3 человека показаны. Они вот головы друг к другу склонили и вот шептались о вас. То ли сплетничали, то ли обсуждали, то ли какой-то вот, был разговор там, где именно ваше имя звучало. Троица какая-то, не святая точно. Кто-то видел, что они общались, и, возможно, слышал, что они общались. И этот человек на вашей стороне. Этот человек попытается вас защитить, предупредить, по крайней мере, вам расскажет, да, что вот эти люди, они сплетничали, либо они упоминали ваше имя в каком-то контексте негативного характера, либо они что-то затевали, и вот такое задумали. Вот я вижу, что кто-то видел, как подсматривал, подслушивал. И этот человек на вашей стороне, этот человек вам расскажет, предупредит. У вас будет место для маневра, для того, чтобы как-то повлиять на этих людей, либо просто им сказать, что ваши планы — это все туфта, я все знаю, только попробуйте, да. Только попробуйте, по рукам получите, а может, не только по рукам. Да, видите. Скоро узнаете. Вы точно узнаете. Узнаете, кто, что, зачем, от чего, почему, когда, где. И у вас будет место для маневра. Вы можете эту ситуацию вообще как-то вывернуть на благо себе. То есть опередив этих людей, либо прижав к стенке, загнав в угол, сказав, что вы все знаете, да, и что вы будете действовать. Их 3, но они вас боятся. Вы сильнее, чем они. И они это знают. Поэтому, скорее всего, у них этот тройничок и случился. Ждите вестника, скоро придет и все вам объяснит.
Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.